Депутаты обязаны использовать только достоверные, проверенные факты, выступая на общественных площадках, в том числе и в интернете. За непослушание грозят публичные извинения. Вопрос о депутатской этике был рассмотрен сегодня на заседании сессии в Госсовете Коми. О чем еще говорили парламентарии, знает Анна Зубарева. Ни для кого не секрет. Ситуация с бюджетом в республике сложная. В прошлом году дефицит составил около 14 миллиардов. А потому парламентарии совместно с правительством региона активно ищут направления, по которым возможно пополнить бюджет. Всего 9 обращений мы направляем в Государственную Думу, правительство Российской Федерации и Совет Федерации. Просим, чтобы федералы вернули нам налог на движимое имущество, налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль и акцизы на бензин. Все обращения направлены как раз на то, чтобы пополнить наш бюджет. Почему именно сейчас? Потому что позже будет бессмысленно совершенно, потому что бюджет Российской Федерации начинается верстаться с мая. И поступившие просто наши обращения не будут рассмотрены к 2023 году, что нам сейчас никак нельзя. Следующая инициатива касается передачи полномочий на федеральный уровень уплаты страховых взносов на обязательное медстрахование неработающего населения. Предпринимаются попытки, чтобы максимально снять нагрузку с регионального бюджета. На заседании сессии были приняты изменения в патентную систему налогообложения. Как отметила исполняющая обязанности министра финансов Коми Галина Рубцова, они станут существенной мерой поддержки для предпринимателей. А вот рассматривая закон республики по вопросам организации проведения выборов и референдумов, депутаты фракции «Справедливая Россия» заявили, что против дистанционного голосования. Возможность электронного или почтового голосования у них откровенно вызывает тревогу. Мы полагаем, что сама идея дистанционного голосования противоречит нормам федерального закона об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации, определяющие приоритетом свободные, не делегируемые другими лицами волеизъявления граждан и строгое обеспечение тайны голосования. Эти три позиции невозможно гарантировать при таком голосовании, соответственно, его результаты нельзя признавать достоверным, легитимным основанием для принятия решений о наделении кандидатов соответствующими полномочиями. Госсовет Коми ходатайствует о присвоении в Воркуте почетного звания «Город трудовой доблести», что поможет, уверены парламентарии, вызвать интерес у молодежи к изучению истории города и уважению к людям, совершившим трудовой подвиг. В военное время шахтеры и железнодорожники работали в 2 смены, выполняли план на 150% и отправили в блокадный Ленинград более 7 миллионов тонн угля. Так как в то время южным районам Донбасса немцы заблокировали, шахты не работали, можно сказать, благодаря Воркуте весь уголь уходил на Ленинград, Киров и другие города нашей СССР. И еще одно новшество, которое, по словам депутатов, год назад даже представить себе было сложно. Отныне, после выступления главы Коми с отчетом о деятельности правительства, депутаты от лица избирателей смогут задавать высшему должностному лицу региона вопросы. Такой важный шаг отражает полную открытость 2 ветвей власти, их диалог. Раньше мы не видели даже доклада главы республики. Сейчас он будет приходить в Госсовет за 3 дня. Мы хотя бы будем понимать, что глава собирается нам сказать. Исходя из этого, мы и вопросы будем более точно выверять, пользуясь социальными сетями, диалогом со своими избирателями и так далее, и так далее. То есть, по сути, это вопросы наших избирателей. И это нормально. Регион у нас очень сложный, территории огромные, сами все видите. Поэтому мы должны показать взаимодействие друг с другом. Вот и все. Законотворцы выступают за то, чтобы любые важные вопросы, касающиеся региона, публично обсуждались на площадке Государственного совета. Новый формат встреч, к слову, уже поддержал и Владимир Уйба. Анна Зубарева, Олег Костромин, телеканал Юрган.